буду тоже по-английски, чтобы те, которые не знают русский, знали. Иван Наркизович Виховский родился 22 апреля 1914 году. Он родился в селе Видель в Коростенском районе, Житомирская область на Украине. Он женился в 1933 году на Ольгу Кот, которая была от немецкого происхождения. Им советовали бежать от Советского Союза в начале мировой войны. Они жили в Германии 9 лет, и когда они нашли спонсора, когда они могли переселиться в Америку в апреле 1952 года. Потом в августе 1953 года Иван и Ольга и 3 сына переехали в Калифорнию, где они соединились с верующими в церкви Храм Благой Вести в городе Сан-Франциско. В 1976 году Иван и Ольга переселились в город Вудвард, здесь, Орегон, где они были членами русской церкви Евангельской веры. В 2004 году Ольга ушла в вечность, и Иван прожил последние 9 лет своей жизни с помощью старшего сына Адольфа, который заботился за отцом до последнего дня. Иван ушел в вечность в 7:30 вечера 27 декабря. Семья Ивана, которые остались в живых, включается 3 сыновья, старший Адольф, средний Станислав, я младший Павел, 7 внуков: Павел, Сузанна, Михаил, Зина, Даниил, Мария и Лидия, 3 правнуков: Керри, Авен и Иви, и 1 правнучка Адали. Ivan Narkis Wygalski was born on April 22nd, 1914. He was born in a village named Vidin in Zhytomyr province in Ukraine. He married Olga Korf, who was of German descent, in 1933. They were advised to leave the Soviet Union during World War II because of the anti-German hatred. They lived in Germany for 9 years before immigrating to America in April 1952. Ivan and Olga and their 3 sons moved to California in August 1953 to join the Russian Gospel Temple in San Francisco. In 1976, Ivan and Olga moved to Woodburn, here in Oregon, and attended the Russian Gospel Church here in Hubbard. In 2004, Olga passed away into eternity, and Ivan lived the final 9 years of his life with the help of his oldest son, Adolf, who was the caregiver for his father. Ivan passed away at 7:30 on December 27, 2013. Ivan is survived by his 3 sons, Adolf, Stanley, and Paul, 7 grandchildren, Paul, Stephen, Susie, Michael, Zena, Daniel, Marie, and Lydia, 3 great-grandchildren, Evie, Owen, and Kara, and 1 great-great-grandchild, Adley. Нелегко рассказать жизнь человека, который прожил 99 лет, почти целый век. Наш батько много рассказывал нам про свою жизнь на Украине, как он уверовал в пятидесятническую веру, как он любил читать Библию, особенно где написано про новое небо и новая земля. Про свою родную страну он редко что-то плохое говорил. Но я позже узнал, что его заставили записаться в колхоз в 30-х годах, когда проходила коллективизация по всему Советскому Союзу. На Украине в тех годах был голод и также большая пропаганда против верующих. Батька не смог терпеть, как в школе смеялись над верующими и заставляли атеизм изучать. Он попросил своего батька: пожалуйста, не заставляй меня идти в такую школу. То он учился дома. It's not easy to tell the story of the life of a person who lived 99 years, almost a century. Our dad
told us a lot of stories about his life in Ukraine, how he was converted to the Pentecostal belief, how he loved to read the Bible, especially where it is written about the new heaven and new earth. He didn't say much that was bad about his native land, but I found out later that he was forced to sign into a collective farm, a kolkhoz, in the 1930s when the policy of collectivization spread throughout the Soviet Union. There was a famine in Ukraine in those years, and also widespread propaganda against believers who were Christians. My dad couldn't stand how they laughed at believers and forced them to learn about atheistic ideas in the school. He begged his father, please don't force me to go to such a school. So he was homeschooled. Многие в то время искали лучшую страну, где можно жить свободно, без гонения. Некоторые бежали через Китай, а некоторые через Европу. Батька с матерью научились молиться и уповать на голос Божий через направление Духа Святого. Когда Вторая мировая война пришла, то батька отказался служить в армии, потому что его вера не позволяла ему брать оружие и убивать. Эта христианская вера основана на словах Христа. Пригодилась мне, когда я тоже отказался от оружия, когда я служил медиком в больнице в Вьетнамской войне. Many people in those days searched for a better land where they could live in freedom without persecution. Some fled through China, and others fled through Europe. My dad and mom learned to pray and trust the voice of God as He directed them through His Spirit. When World War II arrived, Dad refused to serve in the army because his belief prohibited him from using a weapon to kill someone. This Christian belief, which was based on the words of Christ, served me well when I also became a conscientious objector and refused to carry a weapon to kill when I served as a medic in a hospital during the war in Vietnam. Какая это страна, что заставляет человека убивать другого человека? Батька посадили в тюрьму за его против войны и против оружия веру и проповеди. Да, он рассуждал, что нужно искать лучшую страну. И Бог помог ему в этом, когда открылся дверь выехать в Германию. В то время, когда боролись Советы против немцев, выселяли людей с немецким происхождением в Германию. Так как его жена Ольга была немка, то заставили их уйти от родной страны. Таким путем они прошли через Польшу на конях и в телегах и зашли в Германию. What kind of country was this that forced a person to kill another person? They put our dad in jail for his anti-war and anti-gun belief and preaching. Yes, he considered that he needed to seek a better land. And God helped him in this endeavor when the door opened up for him to emigrate to Germany. In those days, when the Soviets fought against the Germans, people of German ancestry were forced to leave the Soviet Union and go to Germany. Since his wife Olga was of German descent, they were forced to leave their native land. In this way, they went through Poland on horses and covered wagons and entered Germany. Когда они попали в Германию, где война увеличивалась с каждым днем, батька опять захотели взять на военную службу. Опять он отказался от оружия. И опять он сидел в тюрьме. И опять Божья помощь и направление Духа Святого освободило его и его семью от жестокой жизни, когда открылись двери ехать в Америку. И, конечно, в то время не закончилась война. Брат Вилли помог поселить нас в городе Филадельфии, возле Нью-Йорка. А вот позже брат Павел Димитраш и брат Сергей Назаров сообщили батьку, что Калифорния в самом деле дивная, чудесная, обетованная земля. Когда я был в Израиле, несколько лет тому
назад наш гид сказал нам, что для евреев две обетованные земли существуют – Израиль и Америка. То батько принял приглашение от братьев евангельской веры и приехал в теплую Калифорнию. When they arrived in Germany, where the war was escalating with every passing day, Dad once again was drafted to serve in the army. Once again, he refused to take up a weapon to kill someone. And once again, he sat in prison. And again, God's guiding hand in the direction of his Spirit freed him and his family from the terrible life when the war ended and the door opened up for them to emigrate to America. Brother Davey, a fellow believer, helped the family settle in Philadelphia, a city close to New York. A year later, Brother Dimitras and Brother Sergei Nazarov informed our dad that California was indeed the wondrous, enchanting, promised land. When I was in Israel several years ago, our guide told us that for the Jews there were two promised lands, Israel and America. So Dad accepted the invitation from his brethren of the evangelical faith and journeyed with the family to the warm state of California. Но в этой прекрасной стране не все пошло, как батько мечтал. В маленькой церкви на Герри-стрит в Сан-Франциско произошел маленький раскол. И батько начал свой молитвенный дом в своем дому, и он был пастором. Батько всегда был евангелистом, и он проповедовал благую весть о Царстве Небесном. Но быть пастором не угодилось ему. И он скоро опять соединился с братьями, когда новую церковь строили храм Благой Вести. Благой Вести. However, not everything went according to what our dad envisioned about this fantastic land in California. The small church on Gary Street in San Francisco experienced a small schism, a division between two groups. And Dad started his own house of prayer in his own house where he was the pastor. Dad was always an evangelist, and he preached the gospel, the good news of the kingdom of heaven. But he wasn't successful as a pastor. And he soon rejoined his fellow believers when they were building a new church, the Russian Gospel Temple. Когда новая почва открылась в штате Орегоне для проповеди Евангелия, его сын Станислав тоже мечтал проповедовать русским староверам. Когда они поселились в северо-западной зеленой стране, они испытали препятствия. Русские староверы или старообрядцы были строгие православные, и они не хотели принять новую пятидесятническую веру. Все равно батько проповедовал и свидетельствовал всем, кого он встречал, о втором рождении свыше, о Царстве Небесном, о и о воскрешении с мертвых до конца своей жизни. Многие свидетельствовали сначала на Украине и Германии, и тоже в Америке, что батько